ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Весной этого года в Сыктывкаре состоялась коллегия Министерства образования. В ее рамках подвели итоги работы с одаренными детьми за учебный год 2018-2019. Ухту признали лучшей в командном зачете среди всех муниципалитетов республики. Говоря об одаренных детях, в первую очередь имеют в виду олимпиадников. С 2010 года в этом направлении идет плотная работа. В рамках Всероссийской олимпиады есть 4 этапа. Начальный и школьный, здесь больше всего участников. Среди учебных заведений лидеров Ухты, школы 21 и 10, гимназия иностранных языков, гуманитарный лицей и Ухтинский технический. Олимпиада – это вообще отдельный сорт детей. То есть не каждого, даже умного ребенка, можно считать олимпиадным ребенком. Это дети с нестандартным мышлением. Поэтому, соответственно, здесь и нестандартные задачи, которые они решают, начиная с 7 класса. Это индивидуальная программа развития, когда они изучают темы наперед и гораздо более сложно. Вот. Это дает возможность. 2 года Ухта придерживается стабильных показателей порядка 4500 участников олимпиад школьного направления. В фокусе 21 разный предмет. На муниципалитет уже 3-й год выходит примерно 1500 учеников. Есть и те, кто проходит еще выше. Например, одну из постоянных олимпиадниц Елену мы спросили, что же самое сложное в том, чтобы быть умным. Самое сложное – это не опускать руки и стремиться всегда к чему-то лучшему, к чему-то новому, тому, что ты еще не осуществил. Потому что все в этом мире решаемо, и главное лишь к этому стремиться. Победителей муниципального этапа олимпиад становится больше. В 2017-м в Ухте их было 295, сейчас уже 437. На региональный уровень состязания умных в этом году вышло более 130 ухтинских учеников. Кстати, на республике представительство «Жемчужины Севера» самое высокое. Помогают наработки прошлых лет, но не меньше умение держать руку на пульсе. В наш век такой высоких технологий не всегда учитель успевает за той информацией, которая поступает ежедневно. И ребята, которые занимаются на спецкурсах по подготовке к олимпиадам, они, как правило, выступают консультантами не только младших школьников, но иногда дают даже консультации нам, учителям. Поэтому участие в олимпиадах, оно позволяет развиваться не только ребенку, но и учителю в том числе. Безусловно, большое число участников – комплексная заслуга учителей, методистов и многих других сотрудников всей отрасли образования. Среди знаковых успехов можно отметить участие ухтинских школьников на всероссийском уровне олимпиадного движения. В 2019 году таких молодых людей было 2, а в 2018 – 1 ученица лицея номер 1 Анжелика. Девушку интересуют разные разделы гуманитарных наук, но предпочтение определено уже сейчас. Я хочу стать адвокатом или прокурором. Мне нравится защищать людей. Я, в принципе, очень увлекаюсь этой сферой. Смотрю какие-то там сериалы даже на эту тему. И мне нравится эта профессия в целом. Адвокат, он, как правило, защищает каких-то нечестных людей, каких-то убийц и так далее. А вот прокурор, он всегда на правой стороне. И, наверное, все же я склоняюсь к прокурору. Среди других направлений работы с одаренными детьми можно отметить сетевое взаимодействие с предприятиями и учебными заведениями. А именно олимпиады по математике, физике, комязыку с УГТУ, заводскую олимпиаду по химии под патронажем нефтяников. Кроме этого, с 2014 года в Ухте активно развивают конкурс «Портфолио». Его победители получают гранты от предприятий города. В этом году в командном зачете мы заняли 1 место в региональном этапе Всероссийской олимпиады. Это командный зачет. Здесь у нас принимали участие учащиеся 2-й школы, 14-й, 10-й, 21-й, гимназии иностранных языков. И победителями у нас 2-е место занял Ухтинский технический лицей, и учащиеся ГПЛ заняли 3-е место. Безусловно, это очень хорошие показатели. В принципе, мы этими достижениями гордимся. Знак за успешную работу с одаренными детьми на уровне республики Ухта получила впервые. В командном зачете мы заработали на 1 балл выше столицы региона. Среди планов на будущее, конечно же, не сдавать обороты, а также добиться, чтобы на всероссийском уровне у нас были не только участники, но и победители.